В августе этого года Госдума одобрила новый законопроект. До 4 октября все граждане России, имеющие вид на жительство или паспорт другого государства, обязаны проинформировать об этом миграционную службу. За сокрытие этого факта – штраф или исправительные работы. При этом те, кто постоянно проживает на территории другой страны, могут не переживать. К ним штрафы применяться не будут. Они попадают под действие закона только когда пересекают границу Российской Федерации. Процедура уведомления, по сути, несложная. Бумаги можно заполнить в любом отделении ФМС или Почты России. При себе необходимо иметь оба паспорта. Гражданин, когда приходит либо в органы управления Федеральной миграционной службы, либо на почтовое отделение, ему выдают специальную форму вот этого уведомления. Он заполняет форму уведомления. К данному уведомлению прикладывается 2 ксерокопии документов. Это значит копия паспорта гражданина Российской Федерации и копия паспорта иностранного гражданина, либо вид на жительство, либо иной документ, дающий ему право на проживание в иностранном государстве. Гражданину выдается корешок этого уведомления, то есть каждый человек будет иметь на руках подтверждение того, что он подал уведомление в установленном порядке, в установленные сроки. Более чем за месяц со дня вступления в силу новых правил о наличии двойного гражданства уведомили почти 5500 жителей Северной Осетии. Практически все они в качестве второго называют Юго-Осетинское. В соседнем государстве решили помочь своим гражданам. С этого дня в Цхинвале работают сотрудники Северо-Осетинского отделения Почты России. Теперь жители Южной Осетии смогут на месте заполнить бланки. По линии Почты России это связь везде и всюду платная. Надо на территории Северной Осетии платить. Но они пошли нам на уступки, и они будут принимать людей здесь, и стоимость, которая есть данной услуги на территории России, в том числе Северной Осетии, составляет 450 рублей, эту сумму надо будет платить и здесь. По закону документы для оформления нужно представить в ФМС или почтовое отделение до 4 октября. Для нарушителей введены новые статьи как в Уголовный, так и в Кодекс об административных правонарушениях. Минимальный штраф – 500 рублей. Если нарушение умышленное или гражданин представил ложные данные, заплатить придется 200 тысяч рублей или отправиться на исправительные работы. Яна Гайгиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Thank you.